Привет, это Крым Реалии, у микрофона Роман Спиридонов, и сегодня поговорим о деле Украина против России в Международном суде ООН. Там завершились публичные слушания по этому делу. Речь идет об обвинении России в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Иск был направлен 16 января 2017 года, и только в 2019 году Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в этом деле. Обвинения заключаются в предоставлении России оружия и другой помощи незаконным вооруженным формированиям, сбитие самолета малазийских авиалиний рейса MH17, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи, взрыве во время мирного митинга в Харькове, дискриминации в отношении украинской и крымско-татарской общин, запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, о череде исчезновений, убийств, обысков, задержаний, ограничений на преподавание украинского и крымско-татарского языков. Это первое дело, инициированное Украиной в международных судах, которое было рассмотрено по сути. Следующий этап – это оглашение решения. О том, как прошли эти слушания по сути в международных судах, мы поговорим с председателем Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Он тоже принимал участие в заседании суда. Рифат ага, добрый день. Добрый день. Если говорить о сути обвинений, это финансирование терроризма и расовая дискриминация, о каких фактах идет речь и какие крымские кейсы были предоставлены в суде? Известно, речь идет о том, что мы, как Украина, обвиняем Россию о предоставлении ей вооружения и других видов помощи незаконным вооруженным формированием, практически бандитским формированием на территории Донецкой и Луганской областей, уничтожение, сбитие самолета малазийских авиалиний, обстрелы жилых районов Мариуполя, Краматорска, ну и другие многие факты, связанные с убийством, смертью людей в 2014 и последующие годы до того момента, как был подан иск в Международный суд ООН. Но сейчас, может быть, для тех, кто нас смотрит и слушает, как-то это немножко звучит уже как бы отстраненно, предоставление оружия бандитским формированиям, а тут с 24 февраля 2022 года идет широкомасштабное вторжение российских войск на материковую часть территории Украины и оккупированы новые территории Запорожской, Херсонской областях. Но еще раз не будем забывать о том, что этот иск Украины по двум конвенциям о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех видов расовой дискриминации был подан Украиной в начале 1917 года. И что касается вот второй конвенции о запрете всех видов, всех форм расовой дискриминации, здесь речь идет о дискриминации, что в отношении дискриминационных мерах, репрессиях, предпринимаемых российской оккупационной администрацией в Крыму против крымско-татарского народа, против украинского сообщества, о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, целой волны насильственных исчезновений, похищений, самовольные и незаконные массовые обыски в домах крымских татар, граждан Украины, проживающих в Крыму, ограничения по обучению на украинском и крымско-татарском языках. Я, по-моему, сейчас перечислил практически весь спектр вопросов, в отношении которых, в общем-то, наше государство, Украина, подавшая иск, предоставила все доказательства. Ну и, соответственно, российская сторона попыталась все эти предоставленные нами доказательства и наши обвинения
она попыталась, в общем-то, их опровергнуть. Рифат Ага, а вот если говорить о крымских примерах, что было предоставлено в суде? Какие истории, какие случаи были? Слушайте, вот взять такое что-то очень яркое, вот вам рассказать, мне кажется, просто у меня нет такой возможности, потому что это был набор множества пропагандистских клише, штампов, которые, в общем-то, ежедневно и так используются средствами массовой информации. Ну, скажем, я сейчас говорю о конвенции о запрете всех форм расовой дискриминации. Но они показывали, как хорошо живется украинцам, этническим украинцам в Крыму. Они показывали фотографии различные и людей в украинских вышиванках и девушек в обранных волоса в различные украинские такие веночки, знаете, и говорили о том, что все счастливы. Что касается крымских татар, то показывали школу, которая построена в массиве Ахмечит, и говорили, что вот Украина не была ее в состоянии построить на протяжении очень больших лет, а вот мы большого времени, а вот мы пришли и сразу ее построили. Пытались показать такой очень длительный перечень средств массовой информации и серьезно утверждали, что эти средства массовой информации, я хочу сказать, заметить, что речь идет о десятках и десятках названий СМИ, якобы выпускаемых, издающихся в Крыму на украинском и крымско-татарском языках. И они серьезно утверждали, что все эти СМИ на самом деле есть, и они абсолютно независимые. Ну вот официальный представитель МИД России Мария Захарова выступление украинской стороны назвала балаганом. И вот цитирую: «Представители Российской Федерации аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины». Вот как вы прокомментируете эти слова? Ну, Мария Захарова же нам известная, она по каждому поводу утверждает обратное тому, что происходит в реальной жизни или утверждается реальными людьми. Разумеется, представители российской стороны пытались максимально опорочить все то, что было предоставлено украинской стороной. Но еще раз хочу сказать, как правило, они использовали материалы СМИ, интернета. Ну, хотите, я вам приведу такой пример. Я 6 июня, первый день, по-моему, работы, можно проверить по моему Фейсбуку, я написал заметку о том, что разместил указ, изданный президентом Украины о составе украинской делегации, дал ссылку на сайт президента Украины и сделал небольшое предисловие о том, что в указе не включены фамилии известнейших юристов мирового уровня, но они в составе, но они привлечены украинским государством, и они успешно выполняют свою работу. А вот какой состав российской делегации, мы увидим завтра, написал я. И сказал, что, насколько мне известно, российским варварам приходится прикладывать неимоверные усилия, чтобы привлечь к участию в суде нескольких коллаборантов из числа крымских татар. Ну, разумеется, я уже знал, кто приедет в Гаагу, но из уважения к суду я не написал их имена и сказал: посмотрим, кто это будет, но пока в этот раз они еще будут не в кандалах, но в следующий раз шавки последуют за своими хозяевами, написал я. Можете себе представить, что российская делегация демонстрировала мой пост, они его перевели на английский язык и утверждали тем, что Чубаров угрожает членам российской делегации. Вот такое вот. Если решение будет принято в пользу Украины, какое практическое значение это будет иметь для коренного народа?
мы очень ожидаем, что решение будет принято в этом году, но, возможно, в начале следующего года. Честно говоря, зная вот практику международных судов и особенно Международного суда ООН, я просматривал предыдущие решения, они есть на их сайте, на русском языке, можно посмотреть некоторые из них. И особенно промежуточное решение 2017 года, ведь по нашим искам было промежуточное решение, в котором в апреле 2017 года, и вот этим решением Россия была обязана отменить решение о запрете Меджлиса крымско-татарского народа и разрешить его лидерам, членам Меджлиса беспрепятственно заезжать и выезжать из Крыма. Россия это решение не выполнила, хотя обязана по статусу этого суда и по обязательствам России. Я думаю, что решение будет, ну, если не половинчатым, но оно где-то будет включать в себе отдельные особые мнения судей, потому что судьи представляют свои государства. Я сейчас не хочу называть, какие государства, но с моей точки зрения, там есть государства, которые из чувства политической целесообразности, ну, если не поддержат российскую сторону, то, по крайней мере, они выразят сомнения в достоверности украинской позиции. Но в целом решение суда я ожидаю для Украины позитивным. Какое значение такие решения имеют? Они все, в общем-то, откладываются в единый фундамент правовой, который будет использован в полной мере по завершению российско-украинской войны. Будет использован для реституций, для наказания международных преступников, для иных форм устранения последствий этой кровавой войны, которая уже длится 10-й год. Я благодарю вас за то, что были у нас в эфире. Благодарю. Спасибо большое. С нами на связи был председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, а мы продолжаем наш разговор. И сейчас к нам, к нашему эфиру, присоединяется юрист регионального центра прав человека Екатерина Рашевская. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте. О чем говорит присутствие России на слушаниях в Международном суде ООН? И для чего это ей нужно, если она не выполнила ни одного промежуточного решения о временных мерах? Вот, например, о том, о чем говорил сейчас в нашем эфире Рифат Чубаров, о том, что нужно возобновить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на крымско-татарском и украинском языках. Я даже могу предположить, что Российская Федерация не исполнит и окончательное решение, и это будет совершенно не, как бы не сюрпризом ни для Украины, ни для меня лично. Российская Федерация пытается использовать площадку Международного суда ООН для того, чтобы продвигать свои нарративы, и причем удивительно, но в каждом деле против себя, в каждой жалобе Украины против Российской Федерации нарративы не меняются, хотя конвенции совершенно разные. Российская Федерация знает прекрасно практику Международного суда ООН, знает, что решения были половинчатыми, а что касается конвенции, к примеру, о ликвидации дискриминации, они, к сожалению, совершенно были такие очень нерешительными и даже в какой-то мере более нерешительные, чем решение Комитета о ликвидации расовой дискриминации. В конвенции по финансированию международного терроризма вообще еще не было решений, и Международный суд ООН точно не возьмет на себя такую ответственность для того, чтобы какие-то там инициативы международного правового характера просувать. Поэтому Российская Федерация считает для себя это безопасной площадкой для того, чтобы еще раз повторить пропаганду, для того, чтобы не допустить, чтобы Украина убедила суд и международное сообщество в том, что Российская Федерация здесь занимается ничем иным, как геноцидом. Кстати, очень нужно подчеркнуть, что дело касается Крыма, да, когда мы говорим о конвенции о ликвидации расовой дискриминации, это действительно тоже очень важное обстоятельство, потому что Российская Федерация, для нее Крым — это так называемая красная линия, да, мы знаем о красных линиях, но все равно поэтому Российская Федерация здесь не могла как бы самоусунуться. Но исполнять решение Международного суда она не имеет такого намерения. Собственно, как устроена коллегия самого суда? Представители каких стран в нее входят, и можно ли говорить тут о каких-то преимуществах одной из каких-то сторон?
Международный суд ООН, он состоит из 15 судей. Они избираются на 9 лет, но каждые 3 года происходит ротация их. Это в соответствии с статутом Международного суда. Интересно, что сейчас состав этого суда, он действительно более как бы он хорош для Российской Федерации, но не для Украины, потому что, к примеру, вице-президентом суда является гражданин Российской Федерации, судьями есть граждане Уганды, Китая, Индии, Бразилии. И очень интересно, что 7 июня как раз 6 начались слушания устные, а 7 июня у Лаврова была встреча с представителями Уганды. Что он там с ними говорил, касалось ли это как-то дела в Международном суде ООН, нам неизвестно, но вполне возможно, что Российская Федерация пытается как-то личными связями, дипломатией, коррупцией, как это известно, международной коррупцией, влиять на состав суда. И, конечно, презюмируется, что в соответствии со статутом судьи являются независимыми, они не представляют свои государства, но на практике мы понимаем, что может быть по-другому. А когда суд может огласить решение? И какое практическое значение у него может быть? Представители Украины, делегации Украины, они надеются, что решение суда будет либо же в этом году, либо же в начале 2024. Мария Захарова уверена, что решение будет 29 января 2024 года. Я не знаю, откуда у нее эта информация. Возможно, как я уже упоминала, это связано с тем, что вице-президентом суда является гражданин Российской Федерации, и он точно знает, когда будет окончательное решение, но не более долго, чем эти 2 я озвучила. И решение уже будет окончательным, хотя нужно ожидать, что после решения по сути также будет решение о справедливой компенсации жертвам политики Российской Федерации, в том числе, что касается нарушений Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. А если говорить об этих компенсациях, это о чем идет речь? Это денежная компенсация, это привлечение к ответственности виновных в этих нарушениях этих конвенций? О чем идет речь? Когда мы говорим о Международном суде ООН, здесь не идет речь об индивидуальной ответственности, как, например, в Международном уголовном суде, но действительно может быть какое-то положение в самом решении о том, что оно может стать базой для того, чтобы привлечь к ответственности индивидуальных лиц, высших чиновников Российской Федерации. Что касается компенсации, это очень важный механизм. Мы помним, что, к сожалению, все эти инициативы, которые сейчас есть о компенсационном механизме, они не включают Крымский полуостров и те события, которые были совершены, те преступления, которые были совершены до полномасштабного вторжения. Поэтому на основании решения Международного суда ООН можно попробовать хотя бы часть, к примеру, суверенных активов Российской Федерации перепрофилировать на потребности жертв преступлений до 24 февраля 2022 года. Но тут же стоит подчеркнуть, что решение Международного суда ООН, оно является обязательным только для Украины и Российской Федерации, поэтому оно не имеет прямого действия в других государствах. И это уже дипломатия Украины, это наши усилия для того, чтобы попробовать такой способ получить что-то от Российской Федерации. Как я уже упомянула, сама она ничего из себя добровольно не будет. И как свидетельствует практика, к сожалению, даже те государства, которые являются нашими партнерами в других делах, они также не исполняли решения Международного суда ООН, к примеру, Соединенные Штаты. То есть механизмов принудить государство к исполнению не существует? Можно попробовать, что касается механизма сведения Генеральной Ассамблеи ООН, сведения ООН самой, но мы понимаем, что Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности, она имеет право вето, поэтому это будет очень сложный процесс заставить Российскую Федерацию. Но в то же время, когда мы говорим о каком-то договоре, об окончании этого вооруженного конфликта в связи с агрессией Российской Федерации, конечно, там будет положение, которое будет также и об исполнении решений Международного суда ООН по этим 2 конвенциям.
Благодарю вас. Благодарю за то, что подключились к нашему эфиру. Это была Екатерина Рашевская, юристка регионального центра прав человека. А на сегодня у меня все. В студии для вас работал Роман Спиридонов. Крымчане имеют право знать.